Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Интинцев приглашают на уборку улицы Горького, а депутатов – сквера возле водонапорной башни. Уже в эти выходные Инта присоединится к всероссийскому субботнику. Продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Врачи призывают граждан обезопасить себя и своих близких. В Инте прививку можно сделать в любой день и удобное время. В поликлинике, на работе, на дому, в магазине, на выходных и в будни, как по предварительной записи, так и без нее. Как творческие люди представляют себе Вселенную и безграничные космические просторы? Узнать об этом можно, посетив выставку в Центре национальных культур, которая будет работать до конца недели. 8 команд юношей и 5 команд девушек сразились за звание сильнейших волейболистов города. В Инте прошли соревнования среди старшеклассников образовательных организаций. Инта готовится к всероссийскому субботнику, который пройдет 24 апреля. Специалисты предприятий и учреждений выйдут на улицу, чтобы привести подведомственные территории в порядок. За каждым закреплен фронт работ. По прогнозу, погода в этот день обещает быть теплой и солнечной. Старт субботника назначен на 12 часов. К субботнику присоединятся и управляющие компании. На еженедельной планерке с представителями ЖКХ «Сферы» все присутствующие подтвердили свое участие во всероссийской акции. Несмотря на то, что обслуживающая организация практически ежедневно проводит уборку придомовых территорий, работы после зимы хватает. Но все же в первую очередь необходимо сделать упор на очистки тех дворов, которые в этом году будут асфальтированы. Ведь контракты на эти работы уже заключены. Тем управляющим компаниям, чьи дворы попали, так скажем, в этом году в комфортную городскую среду, начать проведение субботников с тех дворов, которые будут асфальтироваться. У кого нету, так скажем, кто не попал в этом году, но делал в прошлом году, можно в том дворе провести. Я надеюсь, что к 24 числу у нас уже будет светить солнце и все потечет, побежит, появится вытаивший мусор. Где-то можно будет снег немножко раскидать, где-то можно будет собрать вытаивший мусор. Это на 24 число. Всех жителей, соответственно, мы будем приглашать на центральную улицу Горького, потому что другие места пока. Депутаты у нас собираются возле водонапорной башни, администрация рядом с администрацией, а все учреждения, грубо говоря, как тепловая, Акваград, ТЭЦ, и всем мы рекомендуем свои территории привести в порядок. Начать с этого, потому что это самое начало. Вообще с 24 числа, это 24 у нас всероссийский субботник, а с 24 числа, там, по-моему, на целый месяц стартует там акция «Зеленая весна». Специалисты учреждений культуры уже составили график приведения в порядок закрепленных территорий. Чтобы выполнить больший объем работ, уборка начнется еще с пятницы. По роду своей деятельности я очень часто встречаюсь с людьми, которые приезжают в наш город. И все эти люди, как один, говорят о том, что Инта – это самый чистый город. Так вот, я призываю тоже всех, конечно, поучаствовать в субботнике и сделать свой город красивым и чистым. Учреждения культуры, безусловно, примут участие. Кто-то 23 числа выйдет на уборку территории, кто-то 24 числа. Но, тем не менее, мы постараемся, чтобы территории учреждений культуры, прилегающие территории, оказались в чистоте, и чтобы нашим посетителям было приятно к нам приходить. Всероссийский субботник намечен на 24 апреля, даст старт массовой уборки города, в том числе в рамках празднования Дня Победы, до которого осталось меньше месяца. Несмотря на то, что массового парада Победы в этом году вновь не будет, город к знаковой дате должен быть вычищен. Массовая вакцинация населения от коронавируса продолжается. В России уже привились несколько миллионов человек. В республике Коми прошли вакцинацию от COVID-19 около 50 тысяч жителей региона. За 4 месяца республика получила более 80 тысяч доз препарата Гамковид-Вак и 16 700 доз вакцины Эпивак Корона. Вакцинация проводится в 23 медицинских организациях региона. Работают мобильные пункты вакцинации и прививочные бригады.
Министерство здравоохранения Коми ввело ежедневный мониторинг за исполнением центральными больницами и поликлиниками в муниципалитетах графиков вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Под контролем проведение этой процедуры не только для жителей административных центров, но и для проживающих в отдаленных населенных пунктах. Поручение дано исполняющим обязанности министра здравоохранения региона Борисом Александровым в рамках совещания по видеосвязи с главными врачами медицинских учреждений всех 20 муниципальных образований. Руководитель Минздрава Коми призвал главных врачей ЦРБ и поликлиник активизировать выезды передвижных комплексов и мобильных медицинских бригад, чтобы все желающие привиться от коронавируса своевременно получили вакцину. К популяризации вакцинации рекомендовано активнее привлекать фельдшеров, поскольку информацию по любым вопросам сферы здравоохранения жители глубинки традиционно получают именно в фельдшерско-акушерских пунктах. Профильное министерство ввело для руководителей медицинских организаций персональную ответственность за реализацию этого направления работы. Я думаю, что мы достаточно хорошие условия создали для желающих вакцинироваться от COVID-19. У нас работает 4 кабинета первой поликлиники. У нас есть выездной мобильный пункт в Доме быта. И с прошлой недели мы открыли кабинеты, работающие в поликлинике в субботу и воскресенье, куда также можно обратиться без записи. И открыта предварительная запись на субботу и на воскресенье в поликлинику на вакцинацию. Мы также организовали вакцинацию граждан на дому, маломобильных граждан. Это прежде всего инвалиды, которые сами не могут подойти в поликлинику. Это лица пожилого возраста, которым сложно подойти в поликлинику. И маломобильные граждане, которые могут позвонить по телефону 616-36 колл-центр или непосредственно своему участковому врачу или медсестре вызвать медицинских работников для проведения вакцинации на дому. То есть все условия в городе для проведения вакцинации созданы. Пожалуйста, приходите. Даже если кто-то переболел и переболел в легкой форме, наукой это уже доказано, что иммунитет очень быстро исчезает, пожалуйста, если прошло около полугода, то вы тоже можете подойти на вакцинацию. Минздрав Коми напоминает жителям республики о том, что вакцинация – самый эффективный способ защиты от новой коронавирусной инфекции. Эпидемиологи уверены, охват вакцинации не менее 60% населения позволит создать коллективный иммунитет и победить пандемию COVID-19. Для успешной борьбы с вирусом приоритеты расставлены таким образом, чтобы в первую очередь защитить тех, кто подвержен наибольшему риску заражения. Это работники медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания, силовых структур, многофункциональных центров, отраслей жизнеобеспечения, культуры, волонтеры. По долгу службы они ежедневно контактируют с большим количеством людей. Горожане достаточно активно прививаются, согласно, но активнее больше прививается население работающее до пенсионного возраста. Пока мы не замечаем особой активности у пенсионеров, потому что или боятся, или не могут дойти до поликлиники, поэтому мы им организовали и вакцинацию на дому, и без записи. Я понимаю, что не каждый возрастной гражданин может по современным технологиям записаться на вакцинацию или на прием к участковым врачам. Поэтому, пожалуйста, они могут прийти без записи как в поликлинику, так и в Дом быта, мобильный пункт в субботу-воскресенье, так и вызвать врача на дом. И все вопросы по вакцинации они также могут задать своему участковому врачу, могут задать вопросы по телефону заведующей поликлиникой 60730 Светлане Владиславовне Воликовой. В ходе прививочной кампании, стартовавшей в Коми с конца прошлого года, отлажены все этапы от поставки вакцин, подготовки холодильного оборудования и составления списка вакцинируемых до организации работы пунктов вакцинации, включая ее проведение на предприятиях, в рабочих коллективах. Глава Республики Коми Владимир Уйба произвел ряд кадровых назначений. Освобожден от исполнения обязанностей министра здравоохранения Республики Коми Борис Александров. Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Игорь Дягилев. С 25 апреля освобожден от должности министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов. Исполнять обязанности министра по культуре будет Константин Баранов. До этого он работал первым замминистра культуры. Сергей Емельянов переходит на работу в Александринский театр в Санкт-Петербурге, где займет должность директора театра. Напомним, на посту министра культуры Коми Сергей Емельянов трудился с 2016 года. Дорогие друзья, коллеги,
5 лет назад мы с вами дали импульс для кардинального преображения сфер культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. Мы вывели наш регион в авангард культурного пространства России, изменив саму структуру ДНК культуры Коми. От создания модельных библиотек в заполярных поселках до запуска Северного культурного форума, от реновации сельских домов культуры до проведения международных гастрольных проектов государственных театрально-зрелищных учреждений республики. Мы шаг за шагом выстроили концепцию развития туристской сферы Республики Коми и по-настоящему влюбили в наш северный край десятки тысяч людей со всего мира. Ежедневно, отмечая наши общие победы, я отмечаю вклад каждого из вас. Сегодня, завершая свою профессиональную деятельность в Республике Коми, я благодарю вас за наш совместный подвижнический труд и желаю и дальше гореть нашим общим делом, всегда оставаться профессионалами с большой буквы и сохранять добрые человеческие взаимоотношения, которыми славятся наши северные люди. До новых профессиональных встреч, друзья! Только вперед! Инта готовится к празднованию 76-й годовщины Дня Победы. Традиционные парад и шествие бессмертного полка в этом году пройдут заочно. Но это не значит, что ветераны, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей, труженики тыла и дети войны останутся без внимания. В городской администрации обсудили подготовку к знаменательной дате. Сейчас в рамках ежегодного благотворительного марафона «Мы наследники Великой Победы» жители республики собирают средства в Фонд Победа. В рамках данной акции оказывается адресная помощь одиноко проживающим и особо нуждающимся ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей и труженикам тыла. Так, в прошлом году жителями республики в рамках благотворительного марафона было собрано 668 тысяч рублей. На эти средства была оказана адресная помощь 164 ветеранам Великой Отечественной войны. Были приобретены необходимые ветеранам бытовая техника, мебель, лекарства и дрова. Оказана материальная помощь, а кроме того, отреставрированы памятники и монументы павшим в годы войны. В Инте в прошлом году, в 75-летний юбилейный год Победы, были проведены ремонты в квартирах 16 ветеранов. Работа в данном направлении будет продолжена и в этом году. Сейчас в нашем городе проводится мониторинг среди более чем 1000 человек категории «Дети войны» для последующего проведения ремонта. По его итогам будет озвучен необходимый объем средств. 1 июня надо организовать совместно с городскими советами ветеранов дополнительное комиссионное обследование, мониторинг жилых помещений категории тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вдов ветеранов Великой Отечественной войны, а также детей войны из числа малоимущих. То есть у нас дополняется, как понимаю, дети войны, новая категория, которую мы не учитывали раньше. Продолжает действовать республиканская денежная единовременная выплата к 9 мая для тружеников тыла, сумма которой выросла в 3 раза с 1000 до 3000 рублей. К данной категории граждан относятся лица, проработавшие в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, не менее полугода, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, а также награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период войны. Также с 2020 года в Коми по 3000 рублей ко Дню Победы получают дети войны. В эту категорию входят граждане, родившиеся и проживавшие на территории СССР в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Традиционно к 9 мая будет проведена работа по благоустройству и приведению в порядок памятных мест, мемориалов и захоронений ветеранов. А сейчас хорошая новость для выпускников и их родителей. В этом учебном году последние звонки выпускные в школах и детских садах Республики Коми пройдут в очном формате, но изолировано для каждой группы и класса с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. В праздничных мероприятиях смогут принять участие родители. Такое решение было принято на заседании Республиканского оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19. Также на заседании Республиканского оперштаба по противодействию распространения коронавируса были рассмотрены вопросы организации детской оздоровительной кампании. В этом году в Коми она стартует 1 июня.
Планируется охватить отдыхом и оздоровлением около 35 тысяч детей. Для них будут работать 433 учреждения. Это лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха, стационарные детские оздоровительные организации. Ребята поедут в лагеря автомобильным или железнодорожным транспортом, в вагонах, исключающих свободный проход посторонних лиц. В обязательном порядке будет обеспечено страхование детей от несчастных случаев в период пребывания в лагере в пути следования к месту отдыха и обратно. 21 апреля в России празднуется День местного самоуправления. Во всех селах и деревнях Интинского округа прошли перевыборы старост. Срок полномочий предыдущих общественных активистов населенных пунктов подошел к концу. Обязанности старост останутся прежними. Из новых полномочий старосты вправе выступать с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей населенного пункта. Первыми с выборами общественного деятеля сельского поселения определились жители села Петрунь. На общем собрании местного населения была одобрена кандидатура Елены Ильиничны Проворной. Предыдущие 4 года она уже занимала должность старосты. Петруньцы решили, что со своими обязанностями Елена Ильинична отлично справлялась, а значит, должна продолжить эту общественную работу. В селе Одзевовом жители выбрали Анастасию Ивановну Кожевину. Она будет исполнять обязанности старосты впервые. Жители Абези поддержали Светлану Михайловну Архипову. Светлана Михайловна уже исполняла предыдущие 4 года обязанности старосты. Теперь продолжит заниматься общественной работой следующие 4 года. Следом 15 апреля прошли выборы в поселке сельского типа Юстедор. На собрание пришли активные жители, которые, поддерживая кандидатуру Нины Ивановны Артеевой, отмечали, что объем работы у нее огромный. Все заботы жители перекладывают на плечи Нины Ивановны. Нина Артеева содействует в организации культурно-массовых мероприятий, участвует в субботниках по уборке территории поселка, помогает при организации собраний граждан, при подготовке населенных пунктов к паводку и пожароопасному периоду. Нина Ивановна продолжит работу старосты. В этот же день жители деревни Ярпияк делегировали полномочия на следующий срок Валентине Аврамовне Даниловой. 16 апреля жители деревни Роговая также одобрили кандидатуру прежнего старосты Татьяны Александровны Беляевой. Косьювомцы тоже решили оставить еще на 4 года свою старосту Ольгу Михайловну Мельник. В каждом из нас есть атомы, которые были частью звезд, взорвавшихся миллиарды лет назад. Так считает автор необычной выставки, посвященной 60-летию со дня первого полета человека в космос, которая открылась в Центре национальных культур. На экспозиции под названием «Моя Вселенная» представлены удивительные работы педагога дополнительного образования и учеников Центра внешкольной работы. Надежда Семенова – известный в нашем городе мастер декоративно-прикладного творчества. Художник-дизайнер, который не просто творит настоящие шедевры, но и обучает этому искусству детей. Уже много лет женщина работает педагогом дополнительного образования в Центре внешкольной работы. У Надежды Ивановны всегда масса творческих идей, и она не боится воплощать в жизнь свои самые смелые замыслы и фантазии. Эта выставка в корне отличается от остальных, чем я занималась ранее. Я вообще люблю все новое. И когда я поняла, что близится дата очень красивая и необычная, космическая, 60-летие со дня первого полета человека в космос, конечно, я решила что-нибудь создать новое. И давно интересовалась новой техникой, которая называется Sprayed Paint Art. Это техника уличных художников. Возможно, вы видели, когда бывали на улицах больших городов, как рисуют художники космические, фантастические, урбанистические пейзажи красками с помощью аэрозоля. Одна из любимых и самых лучших работ, выполненных с помощью баллончиков с аэрозольной краской, по мнению автора, картина «Млечный путь». Надежда Ивановна признается, что нарисовала эту космическую феерию мгновенно, всего за несколько минут. Я подобрала набор красок, цвет и выложила их в определенной цветовой гамме.
И это получилось у меня мгновенно. Мне иногда часто приходится переделывать работы по нескольку раз. В этот же момент мне самой понравилось. Я очень критично отношусь к своим работам. А эта работа мне самой запала в душу. Думаю, даже если кто-то захочет у меня ее купить, я ее не продам, потому что такое бывает очень редко. Это получилось спонтанно, необычно. Вообще эти работы, конечно, нельзя повторить, потому что работа красками или работа вот спрей-пейнт-техники тоже невозможно повторить. Они единичны, грубо говоря, эксклюзивны, потому что краска каждый раз ложится по-разному, а уж краска с помощью аэрозоля тем более. Надежда Ивановна занимается разными видами техник. Одной из любимых является батик – роспись по ткани. Часть работ, представленных на выставку, выполнена именно в этой технике. Она исполнена не только в обычной технике холодного батика, как говорят художники, но и с использованием соли, что позволяет добиться очень ярких, вот поистине фантастических космических эффектов как раз для создания туманности, космоса и тому подобное. Вот такого космического необычного эффекта. У Надежды Ивановны богатая фантазия. На стене в самом центре из всех работ выделяется картина с лицом девушки с закрытыми глазами. Автор назвала ее «Сны Вселенной». Многие спрашивают, почему сны Вселенной, да, допустим. Но я говорю, представьте себе, мы сами часть Вселенной. Когда мы открываем глаза, перед нами совсем новый мир. Также и у этой девушки Вселенной, образно говоря, когда она откроет глаза и проснется, начинается движение. Начинают падать звезды, вращаются планеты, образовываются новые скопления звезд, новые туманности. Весь фантастический мир начинает жить заново. И поэтому ждите момента, когда она откроет свои глаза и начнется волшебство или фантастика, как вам больше захочется. Все работы, представленные на выставке, уникальны и эксклюзивны. Они создаются не только с помощью красок, но и ряда различных инструментов и подручных материалов, таких как шпатель, газеты, различные крышки, соль и, возможно, что-то еще, что попадет под руку. Вот такие аэрозоли. Да, это краска может быть или акриловой, или же другого типа, аэрозольного, но алкидная. Но в любом случае всеми этими красками пользуются уличные художники и создают вот такие вот свои сумасшедшие шедевры. Ну а на помощь им приходят обычные баночки, которые станут планетами, или с помощью шпателей вот такого рода мы можем создать горы, например. Вот. С помощью обычной бумаги мятой мы можем создать структуры планет. Просто бумагу мы прикладываем к влажной краске или протягиваем ее, и получается совсем различные варианты. На выставке также представлены очень красивые работы юных художников, которые обучаются в Центре внешкольной работы. Воспитанники творческих студий «Искусство», «Сила» и «Галерейка» изобразили на своих рисунках свое видение космоса и всего, что с ним связано. В Инте прошли городские соревнования по волейболу среди юношей и девушек 9-11 классов общеобразовательных организаций. В течение 2 недель с 5 по 19 апреля команды сражались за звание сильнейшей. Все участники демонстрировали боевой дух на протяжении всех матчей. В соревнованиях приняли участие 13 команд. По словам судейской коллегии, все игры прошли без нарушения правил. Ребята старались не допускать ошибок во время матчей. За призовые места боролись все без исключения. До финала был сложный путь. Мы прошли через многие команды. Сейчас идет последняя игра. Получается, самые сильные команды, как на мой взгляд, это был лицей и... лицей, получается, там 10-я школа еще. Команды юношей из 9-й школы и гимназии номер 2 не смогли попасть в тройку призеров, но даже 4-е место парни уступать друг другу не собирались. Думаю, борьба будет хорошей, такой противостояние. Как бы все команды ни старались, первое место могла занять только одна. В этом году победителем среди юношеских сборных стал лицей номер 1. Серебро завоевали учащиеся 5-й школы, бронзу – ребята из школы номер 8. Среди команд девушек за призовые места и звание сильнейшей боролись учащиеся школ 9, 10 и гимназии номер 2. Уже сыграли 4 игры против СОШ номер 8, СОШ номер 10 и лицея номер 1. 3 игры мы выиграли, у нас осталась сегодня последняя игра
игра против 9-й школы. 9-ю школу я считаю наиболее сильным противником. Наша команда достаточно усиленно готовилась, мы тренировались долгое время. Я считаю, что мы достаточно сильная команда, и мы поборемся за первое место. Вот. Насчет остальных команд, не очень сильные команды попались в этом году. И вот единственная игра, которая достаточно напряженная будет, это против 9-й школы. Выступают довольно хорошо, тоже спортивная команда. Довольно много тренировок посещают. В общем, шансы у них тоже есть первое место занять. В итоге в результате упорной борьбы девчонки из 9-й школы одержали победу. Гимназистки стали вторыми. Третье место у школы номер 10. Кафе «Уголек» радушно приглашает ценителей уютного интерьера и атмосферы гостеприимства. Большое разнообразие кухонь с оригинальными блюдами и видов обслуживания. В «Угольке» можно купить продукты на каждый день или воспользоваться бесплатной услугой, благодаря которой ресторанная еда быстро окажется у вас дома. Кафе «Уголек» обновил интерьер и приглашает интинцев и гостей города. В уютной обстановке кафе вы сможете отметить семейное торжество, повеселиться на корпоративной вечеринке, пообедать с друзьями. Здесь можно заказать столики для проведения банкета, выпускного вечера, детского праздника. В меню кафе присутствует русская, кавказская и европейская кухни. Первые, вторые блюда, салаты, закуски, а также новинки. Аппетитные пиццы, суши, роллы, представленные в ассортименте, поднимут настроение. Вежливый бармен, гостеприимство персонала, мастерство поваров кафе «Уголек» – залог вашего хорошего отдыха. С торца здания расположились продовольственные и кулинарные отделы, что очень удобно для покупателей. В одном месте приобрести продукты питания и готовые блюда. В обеденное время здесь особенный спрос на свежайшие салаты, румяную выпечку, мясные готовые изделия. Попутно можно купить необходимые для ежедневного питания продукты – мясо, рыбу, молочные продукты, замороженные полуфабрикаты собственного производства, а также кондитерские изделия, напитки, овощи, фрукты. Заказать или приобрести уже готовые вкуснейшие пиццы, суши-роллы. Заказать домой шашлык, пиццу, суши-роллы можно, позвонив по телефону 67993. Доставят их бесплатно. Кафе «Уголек» по улице Куратова, 18 предоставляет целый комплекс услуг, которые пришлись по душе многим горожанам. Здесь вам всегда рады. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.